В России внедряется национальная система квалификации. Для чего это делается и что вообще из себя представляет данная система? Об этом нам сегодня расскажут наши гости. Рада представить вам Марию Захаровну Бурцеву, руководителя отдела организации профессионального обучения Государственного комитета Республики по занятости населения, и Надежду Александровну Прокопьеву, эксперта Национального агентства развития квалификации. Доброе утро, уважаемые гости. Мария Захаровна, ну что из себя представляет данная система, зачем она внедряется и, главное, с какой целью? Национальная система квалификации в России активно внедряется с 2014 года. И в целом, что такое национальная система квалификации? Это, прежде всего, инструмент согласования спроса на квалификацию работника со стороны рынка труда и предложение квалификации со стороны образования и обучения. Устаревшему справочнику квалификации сегодня приходят новые требования, это новые профессиональные стандарты. С 2020 года, согласно постановлению правительства Российской Федерации, все работодатели будут обязаны внедрять профессиональные стандарты у себя на предприятиях. Уполномоченным органом сегодня является Государственный комитет по занятости населения. И я считаю, что мы за 2 года провели достаточно большую работу. Это утверждение плана внедрения профессиональных стандартов министерств, создание отраслевых советов и создание, открытие центров оценки квалификации и регионального методического центра. Нам известно, что сейчас проходит форум, как раз-таки рынок труда и национальная система квалификации в республике. Расскажите немного об этом форуме. Форум у нас проходит 3 дня на 6 площадках. Вчера мы провели пленарное заседание. Сегодня буквально с 9 часов будет открытие Центра оценки квалификации офисных и административных работников. И с 10 часов у нас начнутся дискуссионные площадки. Работа будет проходить на 2 площадках. Первая площадка – переход отрасли экономики в профессиональные стандарты. И вторая площадка у нас подготовка кадров будет вести Надежда Александровна. Также будут проведены круглые столы с Советом профквалификации и открытие Центра оценки квалификации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Надежда Александровна, расскажите о своем участии. Начну с того, что в настоящее время проводится подготовка подписания соглашения о взаимодействии между республикой и Национальным агентством развития квалификаций. Национальное агентство развития квалификации создано в силу закона правительством Российской Федерации и общероссийскими объединениями работодателей и профсоюзами. Главной целью агентства является развитие национальной системы квалификации на территории Российской Федерации и установление диалога между бизнесом, властью и образованием. Главным звеном национальной системы квалификации является, конечно, профессиональный стандарт и методы его внедрения. На сегодняшний день в России разработано более 1100 профессиональных стандартов в разных отраслях народного хозяйства. Должна сказать, что в соответствии с майским указом президента Российской Федерации в настоящее время готовится дорожная карта развития квалификаций до 2024 года, которая будет содержать много прикладных решений развития национальной системы квалификаций. И Якутия занимает очень активную позицию в вопросах развития национальной системы квалификаций. И это, конечно, очень важно, потому что совершенные квалификации в данном случае это один из способов возможностей для развития региона. Так, какая еще ведется работа в республике, по внедрению данной системы? В основном работа проводится у нас согласно распоряжению правительства. У нас разработана дорожная карта, и именно до 2020 года мы уже должны завершить всю эту подготовительную работу. Конечно, нам помогает сегодня Национальное агентство развития квалификации. Ведем совместную работу. И сегодня на площадке, именно площадка будет у нас, связь именно сферы образования с национальной системой квалификации. Будут участвовать, представители учебных заведений, работодатели, и вырабатываться какие-то механизмы для взаимодействия дальнейшего, чтобы все-таки спрос, который нам дает рынок труда, соответствовал, тем возможностям, которые система образования может предоставить. Это, кстати говоря,
одна из самых главных проблем существующих, почему и появилась национальная система развития квалификаций, это устранение именно проблем во взаимодействии между запросом рынка труда и сферой образования, чтобы в результате появлялись те специалисты, которые востребованы, и у них были те квалификации, в том числе цифровые квалификации, которые востребованы на сегодняшний день все-таки уже рынком труда. Мгм. Ну, наверняка нашим телезрителям будет интересно, где, на какой площадке проводится форум, и Да. можно ли присоединиться к нему. Конечно, приглашаем. Значит, первая площадка у нас будет проходить на базе Республиканского медиацентра «Саха-Медиа». Переход отрасли экономики в профессиональные стандарты. Модератором будет заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификации Мария Владимировна Юргелас. И вторая площадка на базе Северо-Восточного федерального университета на тему подготовка кадров и национальная система квалификации. Также у нас с завтрашнего дня, сегодняшнего дня, уже после обеда начинаем бесплатный обучающий семинар и приглашаем, может быть, кто не успел записаться. Могут принять участие и Могут ознакомиться, что принять такое национальная система квалификации и ее элементы. Огромное вам спасибо, Надежда Александровна, Мария Захаровна, что приняли участие в нашей программе, проснулись так рано, пришли такими красивыми. Я желаю вам удачного проведения форума. Спасибо. Отличного дня. Спасибо.